Так. Всем здорово. Всем привет, кто подходит. Ну и дерьмо. Я про музыку. Так, ну чё, начинаем. Всем привет, всем привет. Елки-палки, еще подождите. Забыл камеру настроить, как всегда. Ой. Оп, оп. Оп, оп, оп. И давайте-ка свет еще. Во. Так, загрузить. Сохранено сегодня 22. Почему сегодня? Если это было вчера. Как это вообще? Ну ладно. Так. В общем, мы вчера закончили первую главу только. Только первую главу. И экшен только начался. Ну как? Перестрелки там прочее что-то вообще отошли как будто бы на второй план. И они происходят редко. Ну, скорее всего, они тут будут из разряда как бы это сказать, из разряда возможно, как в резике. Выживаемости там прочее, типа, будет как-то побольше. Аспекты вот, ну, точнее не аспекты, а как это называется. Акцент, будет на это ставить. Да, там добротный такой. Инс, как у меня. Такой же маленький. Ну, это я вчера видел, если что. Но это скорее я вам показываю. Кто только подходит. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Да, это чувак бесплатный. Блин, как его звали актера? Вчера монтировал, уже узнавал. Е-мое. Он, короче, еще в Людях Икс был ледяной чуваком. Блядь, да что за хуйня со звуком? По идее, да. Должно было быть как одна вселенная, но... Короче, с Quantum Break типа такая хуйня случилось. То, что там же издательством игры выступал Microsoft, и они задушили
Сэма Лейка по поводу Quantum Break, и они сказали, не-не-не-не. Это должна быть отдельная игра, не в одной вселенной с Аланом Вейком. И Сэму Лейку приходилось это все переписывать там, игру переделывать практически. Ну, короче, гендоны эти, блядь, Microsoft. Да. А так могло бы быть так, что Quantum Break был бы в одной вселенной с Аланом Вейком. Там отсылки были к Алану Вейку, кстати, в самом Quantum Break. Didn't see her. Could not see into bright light. Это сама игра так заглючила, что звук отстает? Видимо, да. Это если что не стрим такой, короче, катсцена полностью похерилась. Пропустим. Так, короче, надо держаться на свету. Он меня не видит. Да, на свету меня не видит. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Четко в голову. Vanished. 4 раза. Ну, в общем, да, на вскрытии труп проснулся. Шериф исчез. Люди погибли. Да. В общем, такая вот жесткая тема начинается. Насколько помню, вся эта хрень как-то жестко кончалась в Алану Вейке в первой части. Как там было-то? Практически весь Брайт Фоллс был разрушен, но потом Алан Вейк остался в темноте, спас свою жену. И вроде заодно и жителей города там отчасти. Так что, возможно, это все эти люди, они, реально существующие. Но все-таки какая-то часть из этих людей, мне кажется, не настоящие все-таки. Потому как тут есть та же самая Роуз из первой части, которая работает в кафешке. Шериф с той же фамилией, что и шериф из первой части, но он тут мужик. Сэм Лейк гений прям как Нолан. Да, как Кристофер Нолан. Не, Сэм Лейк крутой, реально. Он реально хорош. С одной стороны, наверное, хорошо, что Microsoft поддушили Сэма Лейк по поводу Quantum Break и не стали делать ее в одной вселенной. И благодаря этому появился Control на самом деле, практически. И эта тема с бюро очень даже крутая, как мне кажется. Намного круче, чем вот эта срань временной петлей и там прочее. Путешествие во времени, вот это вот. Не знаю. Да. Видимо, они будут музыку вставлять каждый раз, когда мы будем проходить каждую главу. Но музон прикольно.
Учишься на тестировщика игрового ППО. Круто, круто. Востребовано. Тебе главное попасть в какую-нибудь компанию, хотя бы стажировщиком. Неважно куда вообще. Главное, чтобы опыт был. Вот в этой сфере главный реально опыт. Без опыта вообще не беру. Мне реально просто продолжить нажать. А, вот так вот He просто. didn't have a heart. У него He не saw было it up. сердца, он каким-то образом The page поднялся. predicted all of it. It helped me fight him. Мгм. He just disappeared. Ну, вот он, Сэм Лейк. What's going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Забавная вещь. Вот персонажа, который играет Сэм Лейк, зовут Алекс These Кейси. pages are important. Breaker Такой же told them. персонаж был в книге Алана Уэйка. И этот персонаж прямой референс к Максу Пейну, в котором был Сэм Лейк в первой части. Да, прикольно, да? Before the victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Так, ё-моё. There's one of the pages on the floor. Ну-ка, почитаю. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Так, вернулась на озеро Колдрон. Он тоже был там, Найтингейл. Был и не был одновременно. Он стал одержимым созданием тьмы. Она не могла добраться до него. Он очутился там, где странная реальность. Темная обитель слилась с нашей реальностью. Темная обитель накрывала наш мир как покров, наброшенный сверху. Как поток тьмы, скрывающий последние отголоски света. Просачивающийся повсюду, портящий все. Гнилостный. На странице это место назвал складкой. Сага должна была последовать за Найтингейлом. Вкладку найти вход будет непросто, потребуются определенные шаги. Ритуал. Сага соберет о нем информацию. Остановит монстра выполнить свою работу. Не допустит новых убийств. Он внутри поджидает их. Окей. The dead Найтингейл man напал. turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future? There's no rational explanation. This is the case we must solve. Куда делся Найтингейл? Так. Складка чего? Чушь какая-то. Согласно странице, судя по всему, Найтингейл вернулся к озеру Колдрон, и он одержимый. Найтингейл напал на нас, мертвец напал. Он восприимчив к свету. Я отбился при помощи фонарика, но он сбежал. Нужно выследить его и выяснить, что это за чертовщина здесь творится. Вот такая вот загогулина. Finding a
Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Так, я думаю, я эти фотографии уже расставлял, оказывается, нет. Угу. Так, убийство на озере Колдрон. Так, Буки рассказали о нападающих. Так. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. А что за дерьмо? Почему этого не было раньше? В смысле, ну я это делал уже. I need to know more about the Cult of the Tree if I'm going to shut them down. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for... Так, я это уже делал, просто почему не сохранилось, не понимаю. Так. Так, один схрон я находил. Культ дерева. Что за культ? Так. Что это культ превратилась в монстра? Рукописи. Найтингел единственный убитый, ставший монстром. Почему? Это убийство похоже на предыдущее, но почему другие жертвы не становились монстрами? Надписи на телах жертв, страница рукописи места органов. И там текст. Это неспроста. Так, граффити с изображением треугольника. Символы культа. Keep trying. Психология культистов. Короче, надо побольше улик собрать, это точно. Окей. Ну, видимо, как-то сохранение не прошло в прошлый раз, поэтому это все не было собрано, как положено. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Угу. Так, окей. Так, давайте собирать, лутать что-нибудь. Ну, так-то потратили Патрики. О, аптечка. Бери. Ага. Must be locked from the other side. Заперто с другой стороны. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. That's crazy, right, Thornton? Они сразу сходу Your поверили. word was missing. How could he do anything? He's dead. Ну хотя, учитывая то, что перед ними два ФБРовца. That's all crazy talk. Но прикиньте, были бы два Real and what do you mean? серийных маньяков ФБРовцев, всех поубивали, и потом типа такие. Труп исчез, он превратился в монстра. Хотя как спрячешь труп?
Блин, эти ребята даже не в курсе. Продолжают своей херней заниматься какой-то. Серьезно, вот там выстрелы прозвучали. Немного лагает, конечно. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, KC? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Что она делает? I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Welcome back, and boy, do we have some break. Нелепый обзор от дома. Welcome back, and family beef jerky will now be available at the Sunday market in 3 delicious flavors. That's right, our favorite sponsor, Davis Family Beef Jerky, can now be enjoyed in smoked hickory, teriyaki, В соусе терияки. hickory teriyaki. Копченый говядина в соусе I handed терияки. out samples here at the Valhalla Nursing Home and thought I'd catch up with one of our residents to get her thoughts. Donna, how are you? I've got chronic back pain from my spinal stenosis. Oh dear. You know, when I'm feeling stiff, I find a light snack helps. So, did you try that beef jerky? No, lunch is at 11, and I wanted to save my appetite because today was the fish soup with crackers. You're allowed up to 4 crackers, but I only take 1 unless I have a glass of cranberry juice. They ran out of cranberry juice at breakfast, which is at 7. I didn't take the oatmeal today because it makes me gassy before cribbage, and I can't. So you didn't try the jerky. Got it. Too bad, Donna. Their new teriyaki flavor sure does hit the spot. They had teriyaki salmon with rice on Friday's dinner menu. Лосось терияки? No, the salmon takes longer to prepare, and then you're late for bingo. And who needs Звучит интересно. Teriyaki is a shit flavor. Is that Tapio? How are you on the line? I couldn't end the call. You've been on the phone this entire time? Yes. Hey, teriyaki. Well, it's delicious on jerky. Ух ты, ёпта. Let's give a big thank you to Winnie Davis for these samples. No, that can't be right. When do it? Так. Соус терияки, это, конечно... На любителя. А за кем она следит вообще? Вот за этим чуваком? А он чё? Заблудился? Непонятно. Так. Блин, пока вообще никуда попасть не могу особо в этом городе. Merceda won't roll over on the issues. Чем-то чаек наливает. Pine Funeral Home. Да, у них работа сегодня прибавится. В похоронном бюро этому. В похоронном доме. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Так, ну, мне пока в городе делать нечего, совершенно. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Кружки 3. Хорошее число. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here. 13 years
years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Глухарь Кейси. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. Мой полный Same name, тезка. similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? Hmm. His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next Да. time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror Мотивчик story. такой. Блин, надо, короче, еще занизить настройки, видимо, графические, потому что что-то она в роликах, катсценах особенно лагает. Сердце. Возвращение. Так, что бы такого? Так, размыть эффект пленки. Блин, вот трассировка есть. Ну, давайте трассировку нахер выключим. Господи. Вот так, да, смотри-ка, что-то меняется. Ладно, давай на низкую поставим. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Блин, скоро ночь Start looking for наступит. Nightingale where he was killed. Так, где я? Так, мы там же, да, в принципе. Короче, можно вернуться в место расследования, там, где мы были. Но можно пойти и сюда, в принципе. В темный коттедж. Но в любом случае надо все это исследовать, походить. Потому что есть ланчбоксы Алекса Кейси. А там улучшения всякие. Апгрейды. Так, ясно. I need to head back. Там уже проделал карта. А? Там и есть зомби, да. Но там эти темные сущности. Вот. Утек. Спать-ка. Так, давайте-ка я быстренько кабанчиком смотаюсь. Посмотрю, что там. Кабанчиком. Я тут, конечно, ходил, бродил. Casey, you go ahead to the murder side. I'll catch up. If you say so. Угу. Угу. Да. Это да, правильно. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming.
Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Окей. На тропе найден пропавший доберман. Кофейное зернышко. Виртуальная чемпионка по выпечке из Брайт Фоллс. Семья маленькой Салли Аптон торжествует на выходных. Девочка одержала большую победу. Может быть, она играла в футбол или теннис? Нет. В нашем дивном новом мире возможны победы в дисциплинах, существующих только в виртуальном пространстве. Соревнование носило гордое название «Пекарь-суперзвезда», в котором участники соревновались в приготовлении вкуснейших сладостей для своих виртуальных судей онлайн. Брайт Фоллс поздравляет Салли с ее большой победой. Киберповар, получается, киберспортсмен. Блин, может не стоит туда идти? Так долго. Идти оттуда. Типа... Ладно, вернемся, давайте. Или... Хотя ладно, давайте посмотрим. Я уверен, никто вот так вот не ходил, как я. Так что я буду первым, кто так пойдет. Все равно таким образом тоже можно дойти до этого места. До места преступления. Там просто короткий путь, а тут длинный. Возможно, что-то упустил. Так, это я читал. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Ну да. Видимо, сработала защита от спойлеров, так сказать. У него страниц много было, на самом деле. Еще бы немного, и он бы нам рассказал многое. Раз и исчез. Просто исчез. Свет горит. Так, может здесь что-то и осталось? Все-таки тут жили убийцы, они тут тусовались, ночевали. Сигареты их не остались. Неужели... Нет, тут что-то какая-то улика есть. Они тут сидели, ждали. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Обалдеть. Не серийный убийца-одиночка, а группа злоумышленников, культ дерева. Дело приняло новый оборот, нужно начать расследование заново. Собрать новое досье. Case closed.
Мгм. Welcome back. М. Точки интереса какие-то появились. Блин, вот есть какая-то точка интереса, но... Sweet Home Alabama. Не кажется ли немного темнеет? Fancy meeting you here. Вода. Crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. Мгм. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. По-моему, у меня достаточно батареек. Хотя... Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case. On it. If anything comes Oh. up, I'll radio you. Она пистолет достала. Зловеще. Лес живет своей жизнью. The tracks lead into the water. Where'd he go from here?
Блинское дерьмо. A presence. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Блин, и дождь пошел. Патрон, 3 пули, все. Ёлопало. Явно из-под воды выпрыгнет, мразь. What is that? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covered. The fuse was in place. Еще одна страница. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Так, ну это нам идти надо обратно. Сто процентов выйдет из-под воды. Ну такая возможность напугать игрока, ну. Чё бы не воспользоваться. Хотя нет, смотри-ка, не. This is the witch's hut. Page described the hut being lit and mentioned a fuse. Петель. А. И на что светить? Фьюз. Окна разбиты.
Не знаю. Тут как будто ничего. Может, снаружи? Anderson. А, Something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay, I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. так, ищем предохранитель. This fuse is busted. Так, это я читал. This one looks good. People О, should really stop отлично. littering, though. Наконец-то. Ничего себе прикол. Кайф. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Так, черпак, видимо, возвышался над сагой и следил за ней и за ведьмой. Рисунком ведьмы на табличке за сердцем Найтингейла, что холодным куском мяса болталось у нее в руке. С момента прибытия в город ее представления о безумии и нормальности сильно изменились. Но страницам она доверяла. Вряд ли у нее был другой выбор. Сага обратилась к ведьме. Она прищурилась, чтобы прочесть первую часть актуального текста. Смазанная фраза на сердце. В памяти всплыла вторая часть, слова со страниц. Вот сердце, ведьма, покажи мне кошмара. Сага проткнула сердце в отверстие в табличке, как ключ. Дерево было дверью на другую сторону. О. Да блин, как так-то? По ним стрелять надо, интересно, или как? Ладно, я попробовал. А. Может, что-то
Хм. Проанализировать страницу. Там контейнер? Что? Я не видел. Здорово, Гудзон. Да, Алан. Алан Уэйк. Здесь. Ну, допустим. Так. Ладно, если так. Пойдем ближе к тревожной музыке. Твою мать. О, дверь открыта. Ох, ёбаный в рот. Occultist, a monster, Ха. like Nightingale. Нормально. Перевязка болеутоляющая. Точка, мать его, интереса. Ну, стрелять прям приятно, если чё. Очень приятная стрельба. Кстати, если что, играем на максимальной сложности. Сага направил сломанную дверь и пистолет наготове. Фонарик нацелен вперед. Найтингейл сказал искать здесь. Универсальный магазин озера Колдрон совсем зарос. Его забросили. В голову Саги полезли мысли о культе дерева. Они все это время были здесь, ждали, планировали жуткое ритуальное убийство. И резались в карте, в магазине.
Коротали вечер за игрой в покер. Сага приблизился к двери, сломанный. Здесь побывал какой-то зверь. Раздался грохот, и перед Сагой вырос культист, огромная фигура в плаще. Мы несем дозор в ночи. Безумные глаза за пластиковой маской оленя. Топор в поднятой руке. Ага. Да уж, так и было. О! Инвентарь увеличился. Пройдите к стойке, задайте вопрос леди Фортуне. А. О, еще перевязка. Найс. Да, игра прям, знаете, напоминает этот Resident Evil. В хорошем смысле прям. Госпожа Агнешка. Чтение будущего по ладони и хрустальному шару. Толкование снов. 202 555 0137. Не забыть обновить код. Вашингтонская лотерея. Фу, а какая комбинация? Тут так много вариантов. Ноль пять 13 17 23 39 45. Или тут есть какая-то система, ну-ка. Типа... Так, 705, 713. Это получается 8. 8, 4, если 3, 7, это 4, и 17 на 23. Тоже 4. 8, 4, 4. Может, я все усложняю на самом деле. Ноль пять 13 17 23 39 45. These numbers match the ones on the lotto ticket. 39 будет. 7:39. Я понял. 7:39. 7:39. Да? Найс. О! Дробочинский. Блин, прикольно прям. За плечо закинул. Так, а где Алекс Кисси-то, ешкин кот? Макс Пейн, Сэм Лейк. I don't think I'm done here yet. Ну, тут еще не все.
Интересно, ребята из бюро контроля ответят нам? Поднимут трубку. Да, конечно же нет. Shouldn't spend time on old questions. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Что за ритуал? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? М. That's not right. Так, культ используется изображение как коммерческая фирма рекламы. М. Так, надо досье, да? Найтингейл. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Cultist not close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Так я же смотрел, его там не было. I need to check the general store for the heart. Мадафака. Это купить надо. Да. Потом купим, Роса. Потом Майнкрафт купим. Майнкрафт Лагомбор. Потом 15 ноября, когда деньги упадут, купим. Кем билер? Нахабах потахани. Там, наверное. Я не знаю, сколько он стоит, сколько стоит. $275. Это где-то 500-700 рублей. 700 рублей где-то, да. Ну, купим. 15... Да, 15 ноября, когда у папы деньги будут, аванс упадет. Хорошо? А елки, труп пропал, смотри-ка. Встал и ушел, да?
Так не было. А как он тут оказался? Рябью кривое зерцало пошло. Волна на него навалилась. Доска до цепок. Sounds literary. Написано изящно. Но смысл какой? Рябью кривое зерцало пошло, волна на него навалилась. Вот сердце, ведьма, покажи мне кошмар. Окей. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Ща выскочит, суки. Да бля! Да ебать, я застрял! А я не могу. Да, прикольно. Первая смерть по полной тупизне в плане игры. Меня просто зажали у фонаря. Ну, типа, я нажал, как подсказывали у ворот, и меня просто прижало к фонарю, и я ничего не мог сделать совершенно. Отчасти почувствовал себя папичем, конечно, но... Ах ты, сука, ну смотри, а. Как далеко закинул меня. Дробовик. Не, ну, конечно, там выглядит так, как будто бы им надо стрелять вот в грудь, а не в голову. У них, типа, другие слабые места или что? Ну, как будто бы так. Ну да, почаще сохраняться. Давайте сохранимся. Кофейку глотнул. И вперед.
Я охерею. А их было всего двое, оказывается. Много пуль потратил на них. The wave crashed on the far side of the mirror. Хм. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Чудеса. Проход открылся. О! Ух ты. Casey, Блин, закрылась. I think I'm in the overlap. Закрылась. Casey! Casey, do you read me? Fuck. Да. Going in solo. Соло. Ну да. Идем в соло. Блин, эти знаки не ломаются. Блин. Logan? Ух ты, нифига. Чего, блин? А что тут дочь ее делает? Where are you? Что за дерьмо? Не-не-не-не. Logan's back in Virginia. Да, все You're правильно. imagining things. Подожди. Ну это реально чушь какая-то. Это чистая чушка. Не может быть, чтобы здесь была наша дочь. Погоди. Прогружайся. Ёпта, я неизвестно где. Не, ну исследовать-то карту надо, конечно, с одной стороны. Но явно байт. На дурачка чисто. И я иду. Хотя тут оказалось прям вообще ничего нет. Значит, она типа впереди, да? What was that? Да ёпта, ничего себе, закрылась. Это была Alan Wake. Wait, А? did I get turned around? Да, как будто хожу по кругу. Да по кругу This is ходим. looping, Да. like a nightmare. Блин, у меня скоро батарейки кончатся. Писатель вошел в озеро, изгнал темные сущности. В лесах по-прежнему бродили одержимые. Need Темный to find обитель Nightingale. отступил, затянул захваченных тьмой в озеро. Среди них был Найтингейл. Темная сущность. Джаггер забрала его. Ведьма украла его сердце. Они погрузились под воду, в темную обитель, блуждали в тенях. Что-то бормотал себе под нос. Как темно, мне отсюда не выбраться. Где я? Кто я? Не могу вспомнить, как холодно. Съемные коттеджи Брайт Фоллс. Кто это сказал? Вы меня слышите? Помогите мне, пожалуйста, хватит. В чем моя вина? Надо бежать отсюда. Их очертания исказились
заребили в отголосках снов писателя. Стали отчетливее, побледнели, история продолжалась и потянул за собой еще одну. Писатель снова взялся за перо. Ну, видимо, идем... О, что? А, я подумал, что-то новенькое появилось. О, ничего себе. Фич за лампа. Привет, Харчевска. Да, Alan Wake 2. Как игра? Блин, жесть, игра хороша. Она крутая. Но первую часть, в принципе-то, играть не обязательно. Можно ее на ютубе пройти. Но первую часть, историю знать надо. Прям обязательно. Без знания о первой части тут ни хера не поймешь. Писатель снова взялся за перо. He's here. Nightingale. Ага. Странный голый ублюдок. Who is that? Несколько раз проходил. It's like they're coming in over a bad signal. Контрол тоже проходил. С всего этим. Если дополнение не прошел, то норм. На самом деле, там есть важные штуки. Короче, посмотри на ютубе канал Металлист. Металлист Alan Wake набери. Или там Control. Он супер хорошо рассказывает историю сюжета игры. Прям нормально тебе пояснит всю тему. Короче, коротко говоря, Alan Wake, как он? Он же все эти годы пытается выбраться из темной обители. И в дополнение американский кошмар, или как там он назывался, он прощупывал эти моменты, он пытался понять, насколько он хорош, насколько он силен, насколько он может, типа, ну, соприкасаться с реальностью вне обители, темной обители. И, короче, он все эти годы, типа, сидел, писал ебейшую историю о том, как он выберется из темной обители. И все вот эти вот события, короче, которые происходят, представь себе, все события, которые происходят после Алана Вейка, Control, его дополнение, все ведут к тому, чтобы Alan Wake выбрался. Типа, те события, которые описываются в игре Control, даже отчасти касающиеся основной игры, об этом тоже писал Alan Wake. Пытался, не зацепило. Там как он сделал? Короче, как там, Эмиль Хартман, был же доктор в первой части, который пытался Алана Вейка посадить на таблетосы, и чтобы он, типа, по его указке сидел, писал то, что он хочет. Он же хотел использовать, типа, силу этого озера Колдрон. И он, короче, такой подумал, то, что он в соло, в одного сможет, типа, ну, управлять силой, ну, темной обители. Тупо прыгнул в озеро и сдох. Просто превратился в темную сущность. И вот Федеральное бюро контроля, оно вело
наблюдение за этим озером Колдрон. И увидела то, что вот он, этот Эмиль Хартман, превратился в темную сущность и захватила его. И забрало его с собой в бюро, в этот старый дом. И там он находился на каком-то этаже под наблюдением и тому прочее. После Алан Вейк творит всякую херню в дополнении на «Американский кошмар». И там, короче, с мистером Скретчем он там, типа, жестко, типа, перетирает, ну, там, дерется, все такое. И иногда он подкидывал образы этого мистера Скретча, то есть, ну, злой двойник же у него был, на свою жену. Типа, как будто бы жена его приходила домой, а в темной комнате он там, типа, стоял, этот мистер Скретч, ну, этот, типа, злой Алан Вейк, и нападал, типа, на его жену. Ну, так, чисто припугнуть. Он об этом писал. И это сподвигнуло его жену попасть под внимание Федерального бюро контроля, и те устроили так, чтобы она пришла к ним на допрос. Ну, так, чисто поговорить с ними, там, типа, что она видела, что и там прочее. Ведь их тоже интересовал Алан Вейк. Он был кандидатом на то, чтобы стать директором Федерального бюро контроля, кстати, тоже. Потому что у него были на то предпосылки в плане того, что он, типа, способный вся херня. И, в общем, когда жена Алана Вейка пришла в Федеральное бюро контроля, старый дом, Эмиль Хартман эту хуйню прочухал, он вырвался с охраняемой зоны и устроил там полный тотальный кабзец. И, в общем, вот это вот все, короче, так закрутилось, довертелось, что зацепило, ну, точнее, пустило цепочку событий, которые ведут к основному сюжету Control, а потом и к тому, что как бы все действующие персонажи должны оказаться в нужное время, в нужном месте именно для того, чтобы вернуть это, ну, Алана Вейка из обители, темной обители. И, собственно, мы к этому идем сейчас. Как бы и тут, вот видите, вот Федеральное бюро контроля тоже вот уже присутствует. Вот тут станция ФБК, тут сирена ФБК, там какая-то охраняемая территория неизвестная, интересная. Тут ФБКшников до хера на самом деле. Но их пока еще, ну, воочию не видел. Фига себе. В общем, Алан Вейк мутит жесткие мутки. Старается жестко вернуться обратно в реальный мир. Ох ты, сука. Должен быть щелкунчик. Щелкунчик — это, если что, такая штука была детская, не то чтобы игрушка, но вещица, которая была у Алана Вейка в детстве. Эту вещицу ему дала мама. Это, по сути, вот такой вот выключатель. Блин, как показать-то? Вот такой вот выключатель, грубо говоря, просто вот так вот чик-чик щелкал вверх-вниз. И тот такой, типа, верил, что когда он нажимал на выключатель, типа, все страхи уходили, и ему становилось по кайфу. И этот вот спасительный выключатель, щелкунчик, у него, ну, появлялся в первой части. Щелкунчик, да, выключатель, да. Сюжет звучит закрученно и круто. Вторая часть сам пройду на днях. Выяснил, что мой ноут способен запустить игру и даже будет играбелен. Привет, Лафайет. Ну да, игра, она вполне себе оптимизирована хорошо. Очень даже.
меня удивило. Конечно, местами лагает, как мразь. Лафайетти активировал награду Заста. Но только лишь иногда. Ничего себе. Вау, круто выглядит. Фига. Вау. Это выглядело прям... Окей. Привет, Пилигрим. Ты Лафайетти активировал награду Заста. Новинку прохожу. Привет, Пилигрим. Пошел предвкушение, как буду проходить, да. Кстати, игра, если что, очень хорошо поощряет любовь к исследованиям. То есть, когда ты любишь походить, поисследовать локацию, то можно найти всякие приколы. Я себе позавчера монитор 144 Гц взял, блин, с 60 и заметно прям. Да. И тоже. Ах ты, сука, напасть решил. Тихо, 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 тихо. Что за вирус? Это агент ФБР из первой части, который, помнишь, ненавидел. Мразь! Уйди, уйди, уйди! На, сука, нас! What the fuck? В смысле, куда бежать? В смысле? А зачем бежать-то? Я же победил. Беги! А он что, идет за мной? Да и не идет же, нормально все. Ты раз идешь, ну здорово. Норм бодро отрастил, да. В смысле? Ладно, ладно, я понял, я бегу, все, у меня 8 патронов осталось, ну его на... Ну его на... Здоровы, мужики. Опять смотрите какую-то детскую дичь в виртуальном мире. Привет, Арсен. Тоже дорос. Да, того. Вот это прикол. Пиздец мне. Подбери! Ничего удивительного, просто белый мужик избил черную женщину. Пиздец. Осуждаю, кстати. Да, он с текстуры застревал.
Это какая сложность? Самая высокая? Чето, как будто резик какой-то. Ну да, есть такое. Они, что хорошо, ударились в survival horror. Первая часть была вообще тупо шутером, где ты светишь фонариком, стреляешь во всех. Блин. Куала-Лумпур. Да ёб твою мать! Блин, толстый гандон. На! На! Не, он все-таки... Васи 4 он активировал награду за 50 и написал чек как на работе. Как первая рабочая, то прошло. Хорошо, кстати, спасибо, что спросил. Нормально. Работка работается. Так, хилимся. Я почему-то очень долго прохожу тоже на харде, но не из-за мобов или боссов, просто как-то тянется долго. Да это даже не из-за мобов. Блин, ты чё, шутишь? Тихо. Да блин, ты мразота! Тихо, тихо. Так, тихо. Бам! Дробаш делает свое дело. А как это он? Смотри-ка, он в камне был. Внутри камня. Так. Обезболивающий, пожалуй, бахну. А нет. Давай перевяжемся все-таки. Уф. Уф. Зарплата, кстати, там 15 числа и 30. Так что жду. Заказы идут, потихоньку работаю. Прикольно все. Просто, блин, слишком долго приходится ждать, тусоваться без денег. Это вот дерьмо пулкал. О, больше патронов на дробейк. А что ты на хотбар не добавишь хилки? Ну, блин, кстати, да, хорошая идея. Ячейка доступа, давай-ка. Ну и, да. В смысле, как понять, долго тусоваться без денег? Ну, просто то, что реально долго без денег придется тусоваться. 15 ноября мне только деньги упадут. Скорее всего, придется у родителей снова просить. Трудновато. Интересно, ты ходишь. Мунволкаешь, братишка. Бля. Всё. Отвали. Нормально.
Это прям серьезный босс на самом деле. Ну, 2 недели норм же. Ну да. Ух, тихо. Нифига у него там жир. Блин, ушатал. История должна была закончиться не так. Блин, а он жесткий так. Ну ничего себе он блинкует. Я охерею, товарищ. Ладно, сейчас смотрите. Не, ну не это я хотел сделать, конечно. Так гандон. Фига, он меня телепортнул. Вот ублюдок телепортнул мне. Да ёб твою мать, да я лутаться хочу. Подожди. Я схожу назад. Надо лутецкий забрать. Нифига он меня далеко закинул, ты смотри. Вот скотина. Не. Вообще не согласен. Такой расклад меня не устраивает. Ага. Сука. Блин, он сука. Он как Ердшрек, или как там звали-то этого персонажа из Доты. Да блин, да... Мне пиздец. Мне сразу, как только я устроился, выплатили за полмесяца. Ну тут ПТК у меня. Там, скорее всего, типа договориться, сказать, что... А можете прямо сейчас у меня, типа, финансовые проблемы. Наверное, не получится. Хотя... Не, скорее всего, нет. Ну, сейчас я, типа, вроде как у них на этом, на... испытательном сроке, но... Я уже себя... Вот, зарекомендовал с хорошей стороны. Раз в месяц ЗП. Вот это ты. Так, подожди, давай я просто пойду вперед.
Ничего себе, тут патроны валялись все это время. Раз в неделю, серьезно? Зажиравшиеся. Не знают, куда девать деньги, покупают себе дилдос и становятся как меньшинствами. Неудивительно, что у них ЛГБТ процветают. Аванс и зарплата у нас, да. Ты на ультрах играешь? Графон нет, не ультра. А, смотри-ка, балансируют, суки, этот, Лутецкий, чтобы я много не лутал. Что за что? Оу! Жирник. Привет, фрешмет. Тут невыгодно быстро убивать его, тут пропустишь. Ну я лутаю, да. Я лутаю. Много лутаю, причем. Котенка топ-то. Спасибо. Вот, это ты так делаешь, что тот момент, когда ты целишь посадку кадров? Нет, это игра так делает. Ну давай. Что ты скажешь на это? Сука. Ну, дробаш ультует, да, хорошо. Ну, прям, типа, урон у него высокий. Так, микрочелики у меня. Микрочелик. О! Да, баланс. Аривидерчи, собака. Так, хожу под лутом. Под лутом, под лутом. Тут явно есть еще. Стопудов должно быть. А что-то он прям... А, да, вот он. Ай! Ложись. Мне не надо. О, ничего себе. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. Hmm. I can hear you. Cauldron Lake. Yes. I I'm got at you Cauldron Lake. onion. Where are you? I want to escape.
In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. О! Hey, В смысле? Он вышел, что ли? Ничего себе. Он выбрался? are you okay? Да ладно. My face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. Это реально Алан Вейк? He's changed the story. The dark presence. We must stop it before. Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been. Wake? Алан Вейк. Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. 13, да. Конец главы. Жесть. Вот так вот. In the dark, miles apart, made a promise that I'm coming out Да. alive. Ну прикольно. Интересно, а сколько здесь глав этих? Went too far, Че, еще одну пройдем? Или может закончим? Ладно, давайте еще одну пройдем. Это. Anders, where did you go? All of a sudden the radio stopped А, working and then that flooding just disappeared. Crazy. да, еще и пушка сверху. Is this who I think it is? Casey, say hello Да, to да, Alan как Wake. должен. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you Алекс to our Кейси. car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Исследовать ранее затопленную местность. Вернуться брать соус. Алекс Кейси. How? Как? Am I still? Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. Прикол в том, что Bit of a hike to the car, Wake. а, Get your bearings. чтобы выбраться, Алан Вейк I need another minute. также привлекал Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. агента Алекса Кейси, It's getting dark. к тому, чтобы он искал его тоже. Ну, чтобы он заинтересовался делом этого исчезновения Алана Вейка. The gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages Блин, right, так странно на you это must смотреть. take them and keep them Том safe. Лейк базарит Our с Аланом lives Блейком. depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Да. Прикол. Алан, мать его, Уэйк. With the flooding gone, Во could be плоти. further clues Да, out я в there. контрол играл. The flooding DLC disappeared проходил. very suddenly. Вода I wonder if there's подозрительно any вышла. connection to the overlap. А, да ладно, вода быстро ушла, серьезно. Дарлинга, помнишь? Да, ученый, который... Ведущий ученый в Федеральном бюро контроля, который занимался самыми главными исследованиями в бюро. Он озвучивает Алана, прикинь. А, да? Ха. Прикольно.
Так, что тут еще есть? Вы смотрите, наверное, хижина там, где тусовался Алан Вейк, где-то вот неподалеку появился. Ядреть. Я бы не понял, да. А тут и как бы не поймешь. В том плане, что, ну, блин. На релизе, помнится, только играл. Как тут вспомнишь-то? О, олень. Ничего себе. Ха. Вилка-вилки. Они, интересно, вот как-то так сделали, да. И Сэм Лейк, по-моему, не сам себя озвучивает, а друг какой-то актер озвучки тоже. Другой. Заморочились, да. Внешка одного, голос другого. МакКефри. МакКефри. Ты глянь. Какая огромная территория все-таки. Я очень excited ремейками первого и второго Макса теперь, да. О! A locked box. Схрон. Is that the cult of the tree symbol on it? Лол? Серьезно? А, изи. Notes and ammo. О, флешфайр. О, лутецкий. Так. The cult doesn't see their victims as people. Для культистов их жертвы не люди. Не забывайте, они похожи на нас только внешне, разумом они подобны животным. Наша задача переловить их и выпотрошить нахрен. Культисты не очень умны. Ну да, такое. Все пароли, знаешь, они такие, типа... Ну, буквально каждый пароль к их сроду, он, типа, рядом где-то находится. В том плане, что если вы забыли пароль, то не забывайте. О. Гром Задира, спасибо за 500, ничего себе. Большое спасибо. Жесть. Спасибо за 500. Кайф. Теперь есть деньги на автобус. Блин, вообще прикольно. А я переживал, что не смогу добраться нормально до работы. Деньги бы скоро кончились. Так, давай-ка отсюда поставь себе. Так. Да, Дарси лежит. Так, давайте обратным путем пойдем. Позырим. Явно что-то упустили. Не, ну, некоторым, кстати, вот такая тема не нравится, когда люди так играют. Типа, ну, не идут по основному сюжету. Ходят где-то лутаются. Ну, я так скажу. Ну, блин. Так же намного интереснее. Блин, вот рукопись нашел, прикиньте. Прикол. Погоня за писателем превратилась в парадокс Зенона. В списке ненавистных ему графоманов появилась новая фамилия. Хемингуэй.
Буковский, Войк. Я доберусь до тебя, найду тебя, заставлю заплатить, ты крупно вляпался. Он спустился в тоннель из темного города в океан тьмы. Следующая остановка — станция Кальдера-стрит. Что-то загрохотало. Не поезд. По платформе заметались тени. Культ писателей поджидал его. Культ слова. Рядом с ним соткался культист. Я несу его слова в своем сердце, пока он не разрешит. Мы тебя в озеро не пропустим. Его поймают, убьют, он попался. Он не попался, он переродился во гневе. Он был потерян, но восстал. Пришел, чтобы отыскать выключатель. Вернулся из озера, которое не было озером. Оно было океаном. Мне в первой части этого не хватало. Максимум найдешь термос, а ЕРС так много там. Да. Ну, первая часть прям, ну, напрашивалась, чтобы он был больше survival хоррором, нежели чем экшеном каким-то, которым он был. Так, давайте-ка попробуем прокачать пушку. Ускоряет прицел, наносит повышенный урон оглушенным, ослепленным лежащим врагам. Нифига. Да. Так, при быстром попадании врагу в голову 2 раза подряд оглушение будет длиться дольше. Так, связка такая у нас будет. 2 раза в голову быстро. Из дробаша. Бац. И все. Надо такие прокачки делать. Уже выстрелил себя в голове какой-то билд. Нормально. Так, спасибо, Громзадира, за 500. Первую часть отец проходил давно. Еще когда я в школе был. Нифига себе. 2010 год. Люди 14. Конечно. Кстати, день наступил. Как будто бы все уже плохое кончилось. Ну как день? Непонятно. Возможно, это закат. Так, тут складка, знак ведьмы. Тут, короче, нам незачем идти. Пойдем туда. Вот. По этой исследованной территории. Кстати, что там? Дополнительно исследовать ранее затопленную местность. Вернуться в Брайт Фоллс. Ранее затопленную местность исследовать. Подожди. Если ранее затопленную местность исследовать, то это получается же мне... Вот это надо... Вот эта вся местность и была затоплена. Ладно, сейчас пойдем, чекнем. Тут, кстати, обосновано, что тут лежит места... Тут, кстати, обосновано, что лут лежит в местах разных, а не как в резик, тупо ящики покрашенные в желтое скинем, а там 5 патронов на огромный ящик. Не, ну дети бывают разные. Книга топ-тема. Например, мне родители не то чтобы книги, но я читать любил. В том плане, что мне кучу журналов всяких разных дарили. В особенности игровых журналов. Я их прям зачитывал до дыры. Теперь задроченные журналы были. Я, кстати, не понял по карте. Я думал, серая зона все еще не затоплена. Все еще затоплена. Не-не-не-не, это как раз таки та местность, которая сейчас открылась. Я так понял. Ну, существенно много воды ушло. На самом деле. Так, а я что, не могу подняться сюда? Почему? Кстати, давайте перезарядимся. Или пушку берем. Блин, стоят. Не, на самом деле прям волнительно увидеть Алана Вейка. Спустя столь долгое время. Его прям реально 13 лет не видели. 13 лет мы его не видели.
Вот просто реальных 13 лет мы его не видели. Как в God of War по сюжету озеро отступает и дает преследовать постепенно по ходу игры. Чуть-чуть. Это грамотный зона. Да, как только, кстати, вытащили Алана Уэйка из озера, вода отступила. То есть Алан Уэйк физической с точки зрения, сколько он должен весить? 1 000 000 тонн? И 10 000 тонн? 100 000 тонн? Ничего себе. Резкий поворот назад. Бля, ебать. Реально? Волки. Я в говне. Блин. Блин, серьезный враг вообще? Чё за хрень? Офигеть, я на него все спустил просто. Волчара позорная. Я херею. О. Дробаш. Мини-босс, да. Жесткий какой-то прям. Так, почитаем. О, страница рукописи. И даже не грязная. У черпака ведьмы Сага посветила фонариком на странное темное вещество, такое же, как Найтингейл оставил в морге. Под ним что-то притаилось. Она встала на цыпочки, чтобы разглядеть поближе, и слепила, как солнцем, но наоборот. Тьма застила ей глаза. Внезапно все изменилось. Вещество повлияло на свет. Ответная реакция. Рука Саги дернулась. Сага сжала фонарик, захотела, чтобы его луч пронесел темную материю. Сжег ее. Окей. На меня как-то двое напали сразу. Блин. Это ж... Серьезно. Вот здесь сражения стали намного круче, да. Геймплейно стала игра, ну, супер крутой. Но свет нужен, да? Твою мать. Угу. Так, безредим патрона. Пистолетика. А многие ноют, что экшена мало. Им, видимо, нравился геймплей первой части, где 10 часов стреляешь нон-стопом по тупым неопасным бывать. Давай, это вообще тут тупизна была. Ну, первой части, да, типа, но геймплейно она супер хромала. Но сюжетно была супер офигенной. Вот именно... Вот там была такая, типа, штука, то, что... Вот сюжет и геймплей, они как будто, ну, вообще не... Ну, с друг другом никак не работали. Какая-то тупая хрень была. Ну, чисто мода того времени была. Типа, насрать кучу врагов и там прочее. Ну, я думаю, что просто в то время разрабы просто боялись
делать как-то иначе, чем было заведено. Еще много ноет, что тут темп медленного поколения зумеров. Клиповым мышлением. Хочется за тобой прямо сейчас. Прямо сейчас. Где? Вы гляньте, сколько патронов на дробовике. Ё-моё. Теперь я ничего не боюсь. Сегодняшний улов. Желтый окунь, небольшая щука, почти поймала зерную палю, но та в последний момент сорвалась с крючка. Перед самым рассветом заметил в лесу приезжего. При себе у него был не то бинокль, не то подзорная труба, не то еще какая фиговина. Он что-то записывал, меня не заметил. Оно и к лучшему. Лишнее внимание мне ни к чему. Сегодняшний улов. Старая резиновая калоша, уже знакомые птихи, снова бродят по окрестностям. Прошли мимо, как обычно. Кому есть дело до старого молчаливого рыбака? Даже рыбы его не замечают. Так. Может, это люди из Федерального бюро контроля ведут наблюдение за озером? Скорее всего, да. Рыбак видел челиков из Федерального бюро контроля. Камера. There's something written here. A poem? Or a riddle? Птица для света, для птицы для тьмы. 3 для боев, 4 для борьбы. 5 для испытаний, 6 для страданий. 7 для финала, во что бы то ни стало. Надо что-то разложить, прикинь. Знаки вешают, постройки ставят. Да какие? А, ну да, да. У них же там вот станция целая есть. Станция ФБК, там прочее. Куколка из прищепки. Сувенир для Логана. Кстати, тут случилась такая странная хрень, когда мы были в этом кафешке в Брайт Фоллс, там где Роуз работает. И эта сука Роуз сказала, что: «О, Сага, привет, подруга, как дела?» Типа, я уж не думал, что ты вернешься сюда после того, что случилось с твоей дочерью. И Сага такая: «Чё, блин? Я тебя не знаю». Она такая: «Ты в смысле ты знаешь меня? Ну как ты не помнишь? А, ну наверное, твоя память старается забыть ужасные события, произошедшие с твоей дочерью. Она же у тебя утонула. Хочешь кофе?» Там какой-то сюр вообще жесткий происходил. Прям очень тревожная хрень. Я такой думал, ё-моё. Еще с лицом таким веселым, да-да-да-да. Тоже с этого кепки. Куда эту куклу вставить? Так. Не, ну там явно не хватает мне вещей. Там же много нам поставить. О.
Witchfinders. Станция Witchfinder, озеро Колдро. Мне только не хватает тут мини-радара и вулкана. Ага. О! Ты глянь. Another one of those rhymes. Героиня отправилась смело сражаться за правду. Вышел тут из лесу волк голодный и жадный. Сделал все, что в покинутом доме им не найдено было, а вернувшись, увидела, что лишилась того, что любила. Игрушечная ворона. Типа поставить сюда. Интересно. Да, Федеральное бюро контроля. Оно. Тут сидело двое. Два полевых агента. О, компик. Да ладно, шестизначная. Дата? Год основания, дата основания Федерального бюро контроля. Ну не знаю, я надеюсь, найду пароль какой-то. Жутко на самом деле. Блин, такая атмосфера давящая. Как будто бы тишина прям такая. Посмотри коды на эти. Не-не-не. Так. О, документики подъехали. А вот и секретные документики подъехали. Так, изучение обнаруженных на озере Колдерн явлений, меняющих реальность на основе содержания произведений искусства. Методика. Сотрудники ФБК планируют провести ряд экспериментов с детскими стишками. Далее вымысел. Попытки воссоздать условия, в которых написанное воплощается в реальность. Согласно нашей гипотезе, вымысел влияет на реальность двумя путями. Он либо описывает события, имевшие место в действительности, но неизвестные автору. В таком случае творческий акт становится катализатором событий прошлого, которые в свою очередь играет роль источника вдохновения. Либо сам по себе инициирует события, созданием новой временной линии, используя автора как проводника. Здесь. Записка напоминает культистам, что жертвы всего лишь животные. Найтингейл единственный убитый. Психология культистов. Вот. Строим дальше. Схроны культа. Угу. Детские стишки. Да ладно, новая тема какая-то появилась с детскими стишками. Жуткие куклы, загадочные стихи. Не загадочнее, чем все остальное, конечно.
М. Так, стишки с Брайт Фоллс, странные куклы, стишки, озеро Колдрон. Так что я нашел странный стишок на листе с детскими рисунками. Think. Кукла ворона. Твою мать, их много, походу. Он так далеко тут установлен. Аж посередине. Ну ладно, это хорошо на самом деле. Вот это мне понравилось, как обставили. Ты не бездельничаешь, ходишь по округе как безумный, разгадывая стишки, пока у тебя там присутствие разгулялось. Это все имеет отношение к мистике озера связано. Да. Это прикольно сделано. О. Кукла-герой. Игрушечный волк. Так. Перечень досье ФБК испытательный полигон озера Колдрон. А то как обычно, надо спасти Цири от дикой охоты. А давай-ка я на сковородку для этой бабушки сначала. А как же Гвинт? Может, партийку в Гвинт? С чем ж черт не шутит? С какой же любовью раскрашена каждая деталька. Это что, фольга? Кто-то подошел к делу со всей ответственностью. Как по мне, так это сова. Да, похож на сову. Это ворона. Так. Давайте смотрим дальше. Блин, ну тут странно это все, конечно, очень. А куда они сами-то ушли, ФБКшники? Тпас. Да. О. Rest easy, buddy. Ха. Я уже таким образом гладил оленя, но внутри кафешки Брайт Фоллс. Так. Пароль. Двадцать 25-47, ёб твою мать. Серьезно? Ладно, доктор Кэмпбелл, доктор Мермонт и доктор Мермонт. Высылаю обещанный отчет по первому этапе серии экспериментов. В качестве инвентаря мы использовали пластмассовые фигурки животных, плюшевых медвежат, игрушечные машинки, кукол, пупсов. Согласно гипотезе, архетипическая природа этих объектов должна была содействовать достижению наших целей. Результаты эксперимента отрицательные. Я продолжу серию экспериментов, используя более сложные объекты и сценарии. Ответа на письмо не требуется. Доктор Юджет Кэмпбелл, доктор наук, ведущий научный сотрудник отдела правомышленных исследований. Проект «Детские стишки», рабочее название.
Получил ваш положительный отзыв на мое предположение. Спасибо. Думаю, не стоит и напоминать, что мой академический личный интерес к мифологии, фольклору и литературе придает вес проекту, а я идеально подхожу на роль его главы и организатора экспериментов. Доктор Юджин Кэмпбелл, доктор наук, ведущий научный сотрудник по отделу промышленных исследований. Окей. The FBC is definitely playing with things they don't fully understand. And that always goes well. Так, значит, надо будет вернуться к стишкам и серьезно ими заняться. Но для начала, насколько я понимаю, надо найти как можно больше кукол. Игрушечный волк, ворона, герой. Вышел из лесу волк. Героиня отправилась смело сражаться за правду. Героиня. What the fuck? Что-то изменилось. О, Погерс. Так. What is this? Oh, damn. Damn, son. Ебать. Угу. Oh shit. Charm. Cute. Подвеска была различен с поместить на браслет, чтобы активировать. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Погоди, что? Подвеска, кофейная кружка спасает от смерти, но при этом ломается. Да. О, интересно. А я и не думал. Баллон с газом. Кстати, инвентарь менеджмент тут пососный. В резке удобнее. Ну, как сказать. В резике он скорее такой. Оно там само как отдельная мини-игра. А тут они, просто сделали проще, чем в резике. Не стали так упарываться жестко, как ребята из Капкома. Ну, тут оно просто... оно все равно ограничено, и как-то его можно увеличивать, но тем не менее. Смотри-ка, решено. Блин, класс. Так, давайте вернемся тогда вниз. Я явно туда не вернусь. Да я не закончила тут. Я только начала. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't.
We're not seeing the full picture yet. Птица для света, 2 птицы для тьмы, 3 для боев, 4 для борьбы, 5 для испытаний, 6 для страданий. Птица, птица, птица. Птица для света. I have a weird feeling something's changed. А, Another charm for my bracelet. блин. Противника легко сбить с ног атакой. Класс! Так, все, пошли дальше. Да ну ведь че, ну? Нормально. Так, оттуда пойдем. О, еще одна рукопись. Чтобы складка темной обители появилась, надо подтолкнуть ее с обеих сторон. Реальность нашего мира разъедается связанными с этим местом мрачными историями. А с другой стороны, произведение искусства, повествование в жанре ужасов, созданное в глубинах темной обители и созвучное тьме из нашего мира, тянется к нам сквозь ослабленную завесу. История о спецагенте, чье сердце вырезали из груди, о двух нечистых наркомужчинах, погибших из-за собственных непомерных амбиций, о терзаемой видениями старушки, утонувшей в ванне, искаженное отражение другой стороны зеркала, сюжетные линии, пронизывающие две реальности, усиливающие влияние темной обители. Все это вместе превращается в тонкую струйку, в мощный поток, червоточину, водоворот, а искусство, ставшее картой, образует ткань кошмара, в которой темная обитель захватила нашу реальность. Реальности переплелись, исказились и зациклились, и все преобразилось согласно логике триллера. Привет, Бермуд. Здравствуй. Приятного просмотра. О! Это значит, что где-то есть ланчбокс Алекса Кейси. Получится запустить вторую часть на GT 1030? Не знаю даже. Но она довольно-таки производительная. Оптимизирована, точнее. Можешь попробовать, правда? На минималках там прочее. Ну, конечно же, ты обязательно победишь, иначе какая же из тебя героиня? А ты как думал? Стало 9. Хотя на смешные 2 FPS. Ну, я думаю, что да. Люди пробуют, и у них, в принципе, получается. Вот реально просто бери и дерзай. Ну, подумаешь, там, может быть, какое-то время, ну, потратишь, ну, в плане на установку игры, на его скачивание. Ну и к тому же DLSS в игре работает, разрешение динамическое будет меняться и так далее, чтобы у тебя комп нормально запускал его, не лагал. Нормально. Ну, игра такая. Не шибко жесткая. В плане
безумной динамики там прочее. Тут от тебя не требуют сверхмощной стрельбы, как в Counter-Strike и тому прочее. Здесь главное сюжет и так далее. Игра хороша. Если играл первую часть, то обязан пройти вот эту вторую. Так, это... Подожди. И чё? А? Блин, я зря трачу патроны? А чё за домик? Блин. Спасибо, если что. Да пожалуйста. Просто тебя надо было подтолкнуть. Сказать. You can do it. Или just do it. О. Так, Тихоокеанский северо-западный регион простирается от Аляски до Британской Колумбии, Вашингтона, Орегона и вплоть до самой Калифорнии. Здесь вы найдете 59 видов растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения, включая могучих косаток и диких серых волков. Тихоокеанский северо-западный регион включает в себя невероятно разнообразные экосистемы, несколько горных хребтов, например, Каскадный и Олимпийский, а также густые леса острова на западе и пустынные плато на востоке. Вот некоторые дикие животные, встречающиеся во время путешествий по этой местности. Малиновки и чайки, белки и выдры, пумы и олени, койоты и еноты, лосось и голубые цапли. В болотах и прудах обитает разнообразная фауна, а на влажных почвах прекрасно себя чувствуют дикие деревья, как черное хлопковое дерево, крупнолистный клен и орегонский ясень. Тихоокеанский северо-западный регион – настоящий рай для любителей природы. Но нет, я бы сидел дома. Ну и вам нахер. Так. Блин, ну мне тут нужен ключ. О! А как так не заметил? А, да? Да елы-палы. Нужен ключ. Смотри-ка, там что-то есть. Так, лучше дробовик достану. В пистолете нет, правда. 2 патрона только. Тишок. Райм. Так. Мать ворона свое защищает гнездо, птенцов охраняет, гонит прочь зло. От монстра, который грядет, который пожрет. И лишь храброе сердце героя все может устроить. Так, ворона. Герой. Ворона. Все-таки сюда. Храброе сердце. Так, подожди. Птенцов охраняет, гонит прочь. Мать ворона свое защищает гнездо, правильно. Птенцов охраняет, гонит прочь зло. От монстра, который грядет, который пожрет. Doesn't look right. Doesn't make sense. Yeah. А. Да?
Ну тут явно что-то случилось. А, сохраняшка. Найс. Все дети в Брайт Фоллс знали историю о культе дерева, об одичавших психов из чащи леса, сатанистах, что принесли кровавые жертвы и распевали «Мы несем дозор в ночи». Знали они о рыщущих в темноте тварях, похожих на людей. У этой истории много вариантов, но все их объединяет одна важная деталь. В лесу во тьме таится опасность. Где-то за городскими легендами скрыта неочевидная правда. Настоящие личности культистов – живые люди, лица которых спрятаны за масками, руки, сжимающие ножи, люди, несущие брачное бремя. Лес вселял страх не без причины. Родители были правы. Детям там было делать нечего. Так жители Брайт Фоллса, опа, были в курсах. Так, ну... Вот это надо брать, походу, очевидно. Я, конечно, могу взять вот это. Но... Патронов-то нет. На пистолете. А так хотя бы один выстрел сделаю по врагу. Он такой, я резко... Бам! И все нормально. Уф. Saga raised the sawn-off shotgun to stop it, once and for all. Вы поняли, как работает улучшение? Прикол. Мы, короче, находим оборванные листки, вот эти вот, да, из рукописи. И читаем их, и они становятся явью. Правдой. Пипец, прикол. Просто Alan Wake читает, что Сага жестко мочит людей, оглушенных монстров, точнее монстров оглушенных. И это, ну, работает, типа, в материальном мире, типа, ну, блин, офигеть. Ускоряет перезарядку. Тут, наверное, что-то будет из разряда Сага... Быстро перезаряжается. Не знаю. Ну, скорее всего, он что-то там будет из разряда... Сага была отличницей в Академии, и она знает, как быстро перезаряжать оружие. Что-то в этом роде. Да, это интересно. Блин, Сэм Лейк, а? Хорош, хорош. Гости. Мириам и Мэтт, спасибо за прекрасный поход. Петти. Приехали из Нью-Йорка и наслаждались каждой минутой похода. Глория и Боб. Эти тропинки видали лучшие времена. Кэф. Здесь просто невероятные пейзажи. Мистер Локхарт. Предлагаю добавить на маршруте пару-тройку остановок для отдыха. Явно скуф. Кемпинг можно и нельзя. Советы рейнджера. Можно. Ходить в походы и любоваться видами. Ставить палатку. Вкусно есть. Отдыхать. Нельзя рубить деревья, мусорить, шуметь, устраивать лесной пожар. И главное, не скучайте. Уж скучать я точно не буду. Так, ну-ка давай-ка достану пистолет. Я думаю, я успею оглушить.
Твою мать. А, вот и домик, кстати, упал. Another charm. Good thing Logan made me this bracelet. Ну-ка. Давай, 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 давай. Подходи, мразь. О. Ну, волк затупил. Ну, что бывает? Наверное, резко вспомнил какую-то очень подходящую под ситуацию цитату. И он хотел свою лапу поднять и сказать «ауф» после произношения этой цитаты. Вот и немного затупил. Бывает, бывает. Так, повышает радиус и продолжительность действия флешфайра. Оу, щит. Найс. Контейнер. А, да? Я вообще до хера чего пропустил, да? Контейнер. Отвертка нужна. А, ну да. Контейнер. А тут отвертка. Контейнер. А тут без отвертки, кстати. Ё-моё. Надо будет вернуться с инструментами сюда, да, потом. Another locked box. Rock Croc 3, are you bright enough? Rock Croc 3. Rock Croc 3. Камень, камень, дерево. Забрежит ли свет понимания? Четыре, три, три. Блин, я подумал в какой-то момент, что это пластика. 6, 2, 8. Так, 6, 8. Ничего себе. О, точно. Что-то до хера потратил.
Целых 2 фельдшпайера закинул. Но зато патрон для пистолета получил. Нет, худо. Без стрельбы. Так. Погоди, камень. Так, такие все камни. 6, 3. Ну, брутфорс. Мое все. Так, ты с нами или ты из их числа? Окей. Как скажете. Эй, елки. Пройти не дают. А, прикол. Another Alex Casey lunchbox? По воде пробежала рябь. Лунный свет заплясал на волнах, словно мерцающий оркестрик, шагающий по поверхности озера. Я поежилась от холода и одиночества и тяжело вздохнула. Вспомнила о нем. Потом вода замерзла. Потом вода замерла, и передо мной возник его призрачный образ. В озере отразилась его улыбка. Я подняла взор, не смея поверить своему счастью, но он действительно стоял передо мной. Любовь моя, мой спаситель, мой писатель. Брат, ты из Якутска? Да, Бермуд, я из Якутска. Брат, это правда ты? О. Живешь без тяги? Да иди-ка ты. Я из города Якутска. Из города самого. Какое-то время жил, кстати, в Таиланде. Ну как какое-то время? Годик там пожил, вернулся. И полюбил Якутск. Двоекратно. У нас тут прям намного уютнее, чем... Ну, не знаю, даже с чем сравнить. Успешный человек. Да не, просто... сестра моя родная там живет. Ну и, соответственно, можно сказать, за ее счет я туда и как бы переместился. А потом уже за счет того, что сдавали здесь квартиру в Якутске, там могли как-то существовать. Но по истечению года там уже, становилось тяжело жить, потому как курс становился супер каловым. Дерьмо. И поэтому, да, там очень сильно бедствовали. Просто повезло, что мне родные хорошие. Не более того.
Ясно. Да. Приходи в бестях. Бестях. А что там делать? Хотя бестяхи. Блин, у меня порой такая хрень, что я забываю такие простые вещи. Типа из разряда... По-моему, у меня родители в бестяхе еще живут. О! Нифига. Прикиньте. Станция Федерального бюро контроля работает. И смотри, открыто. Да ладно. Запись об обслуживании. Следы постороннего вмешательства. Сигнал перенаправлен к неизвестному передатчику. Последствия вмешательства ликвидированы, но сам факт вызывает беспокойство. Сообщу отделу расследований. Оставляя запись на случай, если меня кто-то сменит. Если вы читаете это, проверьте оборудование на предмет постороннего вмешательства. Может, стоит добавить дополнительный слой металлической оболочки, чтобы обезопасить технику от енотов. Стивен Лин, старший техник. Внимание. Активность обнаружена. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Casey, what exactly does the FBC do? У меня 3080. Stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? 3080. Смог купить в Таиланде за приемлемую цену оперативную память по 16 гигабайт оперативки. Покупал DDR4 из последнего, что обновлял. И все. Надо бы, по идее, еще обновить этот процессор. Вот это было бы хорошо, на самом деле. Блин, болторез нужен. Сука. Не, игра супер крутая. Блин. Исследовать так и тянет. Так, подожди, что? Это куда ведет? Да блин, прогружайся карта. Я тут не был? Самые редкие виды Тихоокеанского северо-запада. Наконец-то я добрался до озера Колден. Перелезть через забор не проблема, если иметь соответствующее снаряжение и навыки, на чем я, к счастью, собаку сел. Следующий шаг — найти редкого, неловимого желтоголового королькового пивуна. Время года для него неподходящее, но может повезет наткнуться на него, прежде чем он летит в теплые страны. Обратил внимание на необычное поведение местных птиц. Кажется, они чем-то встревожены и сбиваются в крупные стаи возле озера. Хищных птиц пока не видел, но ветер приносит какие-то странные звуки. Их трудно разобрать. Но я начинаю беспокоиться. Боюсь, здесь небезопасно. Придется поискать другое место. Звуки становятся все ближе. Отошел от берега. Растительность здесь
умопомрачительное. Осенью надо будет обязательно вернуться сюда. Зарисовал прекрасный экземпляр клена завитого. Просто полюбуйтесь, как живописно с него свисает доли хоуснее длиннейшие. Вот поэтому я предпочитаю деревья людям. Капец. Кстати, о людях. Видел какого-то пьяного, шатающего в лесу, ведущего себя странно. Может, это не алкоголь, а наркотики, и я решил не приближаться к нему. Пожалуй, надо найти другую точку для наблюдений. Как неприятно. После столкновения с тем ненормальным снова сменил точку наблюдения, немного поднялся по склону, отыскал местечко, откуда открывается потрясающий вид, и разбил лагерь. Надеюсь, здесь найдется перловник, шиповидный. Инвазионный вид, но растения съедобные, притом весьма вкусные. Последние минут 10 слышно волков или диких собак. Звук какой-то странный. Они больны? Бешенство? Надо бы уходить отсюда, но солнце скоро сядет, а этот дурацкий телефон совсем разрядился. Забьюсь в палатку и туда надеяться, что... И буду надеяться, что пройдут мимо. С этим местом что-то сильно не так. Предквиклоу. Дарю. А этот натуралист, он убежал или его съели? Непонятно. Непонятно. Как игра? Чё нового? Игра огонь. Игра очень хороша. Нового чего? В плане игры или у меня? Ну, ты, наверное, не в курсе, но я устроился на работу. А в игре что нового? Это... Ну, система инвентаря и всего. Ну, игра вообще кардинально изменилась, если ее сравнивать с первой частью. Она намного круче стала. Она стала чем-то вроде резика в плане сохранения боеприпасов и лутания и тому прочего, но при этом не такая тупая, как резик в плане головоломок там и этих самых, ну не знаю, вещей происходящих. В том плане, что ты, например, находишь какую-то там, ну, скажем, тебе надо пойти дальше в резике, да, и открыть дверь, грубо говоря. Но чтобы сделать это, тебе надо подобрать 3 эмблемы, там какой-то хрени, не знаю, к статуе, положить. Ну, типа, да. А тут все кажется настолько логичным, что вообще офигеть. Ну, то есть, очень хорошо ложится в мир игры. В мир игры. Игра, ну, прям такая добротная, хорошая. Реально годная игра получилась. Не смог пройти второй резик. Не, второй резик хороший. Не, вообще резики классные игры, но именно вот Alan Wake 2, вот играя вот в эту игру, ты ненароком задумываешься о Resident Evil в плане того, что, ну, как там устроены головоломки и там прочее, потому что они довольно-таки глупые, очень сильно глупые, ну, странно они смотрятся. Хотя последние части, вот эти вот, которые ближе уже, ну, к 7-м, 8-м частям, они еще не так по-ебански выглядят, ну, такие. А вспоминаешь ты про резик в этой игре, потому как, ну, это survival horror, по факту. У тебя есть оружие, боеприпасы, аптечки, у тебя менеджмент ресурсов происходит, и ты находишь, ну, не знаю, всякие разные штуки, и они, ну, занимают пространство в твоем инвентаре. И тебе нужно исследовать карту, чтобы увеличивать свой инвентарь в плане, ну, емкости. Это круто, это круто. Еще одно нововведение. Это чертоги разума. Есть такая прикольная методика запоминания вещей, на самом деле.
Оно существует очень давно. Эту тему обыгрывали еще во всяких разных фильмах. Скорее вот Стивен Кинг его часто обыгрывал. Чертоги разума. О, вот сейчас прокачаю вот эту тему. Это, в общем, такая метода запоминания. Она построена таким образом, что ты должен представить у себя... Ой, здорово. О, привет, Хома. Здорово. Привет, Хома. Оно построено таким образом, что ты представляешь себя какую-то комнату, в которой ты упорядочишь какие-то вещи. И это реально рабочая тема. Просто она, надо и практиковаться. О, привет, Серин. Здорово. Пока, спокойной ночи, Бермуд. Пока, спокойной ночи. Собака подожди, подчеркивание пока не чанты уходи. туда. Пока не уходи. Сейчас я кое-что важное сделаю. Вот, обязательно заходите на мой телеграм-канал. Там оповещение о начале стрима. И вот вы тоже. Потому что это важно. Я там еще вылаживаю, что я кушаю в обед. Да, Хума там есть. Он знает, что там хорошо. Так. Короче, прокачиваем пистолет на оглушение. При быстром попадании врагу в голову 2 раза подряд оглушение будет длиться дольше. Saga was sure she had hit the Taken in the head, but had not even slowed the monster down. She took aim and fired again. Another headshot. This time, the Taken staggered. Поняли, да? Блин, как они прикольно придумали вот эту тему с улучшениями. Не просто там, типа, знаешь, они настолько умно поступили, что они тупо сэкономили на том, чтобы не ставить там, какие-то штуки в пистолет, там, прочее, чтобы ты не выглядел как, сука, не знаю, Терминатор с фулл модернизированным пистолетом, типа, там, не знаю. Они просто как сделали? Они сделали так, как будто бы об этом написал Алан Вейк. То есть это в логику игры очень хорошо строится. То, что пишет Алан Вейк, это, сбывается. И когда мы находим порванные куски страниц, мы это тратим на улучшение, и этот отрывок, он как будто бы, появляется. И он зачитывается. И он работает в материальном мире. Типа вот так вот, прикиньте. Капец прикольно сделано вообще. То есть, например, я найду еще 12 порванных страниц, объединю их, и, например, вот возьму вот это вот больше пуль, то, скорее всего, там будет что-то вроде, не знаю, то, что Алан Вейк прочитает о том, что сага не забыла поставить на пистолет более большой магазин с патронами, не знаю. Но вот чисто ради того, чтобы узнать, что он скажет, мне хочется прокачать эту тему. Типа, а как ты это объяснишь, типа? А как это у нас больше патронов будет на 50%, типа, Алан? Как? Ну-ка, поясняй, блядь. Так, вроде бы тут все сделано, да? Ладно, душнить не хочется. Я бы, конечно, пошел бы сюда, там что-то поделал, походил бы. Но это не имеет особого смысла. Блин, ладно, я быренько гляну. Сложно? Да нет, на самом деле не особо сложно. Можете реально просто посмотреть, то есть, грубо говоря, пройти Алана Вейка первую часть на Ютубе. То есть,
ребята из Remedy, они настолько, типа, такие крутые, что они тоже сделали ролик про первую часть Alan Wake, где поясняют за сюжет первой части, которые важны для второй, типа, знаешь. Ну, также есть и всякие разные блогеры и там прочие, которые, ну, типа, ведут контент по этой теме. И, ну, могут тоже хорошенько пояснить. Вот в этом плане я рекомендую Металлиста посмотреть. Он заебись рассказывает. Очень хорошо рассказывает. Ладно, там ничего нету. В общем, короче говоря, Хума, тут про... Короче, история вертится вокруг писателя, который пишет крутые бестселлеры. И чтобы написать очередной бестселлер, и этого требовал его издатель в 2010 году, он, как бы это сказать, он приехал со своей женой просто отдохнуть от работы, вот в это тихое местечко, в озеро Колдрон. Там, типа, они сняли коттеджик, и там тусовались. И там жена такая, типа, говорит: сюрприз, Алан, я принесла твою печатную машинку. Ты будешь печатать здесь новую историю. Вдохновение. И Алан такой: ах ты сука. Я хотел отдохнуть от работы. Ну, типа, поссорились немного. А потом случилась такая штука, что началась чертовщина полная, и Алан такой, ну, начал понимать некоторые такие случаи, моменты, что он может как будто бы менять реальность, грубо говоря. То, что он напишет, сбывается, грубо говоря. Это я очень хуево сказал сейчас, на самом деле. Там все намного сложнее. Надо прям, ну, посмотреть эти видосы и так далее, так что вы все поймете. Не завидую Металлисту ему делать ролик по второй части. Да ну нахер, Металлист сейчас, наверное, сам пипец как кайфует. Ох, как же игры запутаны, Айка. Вот почему люблю играть в онлайн игры. Там сюжета нет. Ну да. Не, ну тут на самом деле очень прикольно. То есть будоражит воображение, все дела. Да. Мозг кайфует. Вот, кстати, вот Alan Wake сидит в машине. Поехали. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hun. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you, Lonnie. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Да. Окей.
anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? Жена, реально. С женой. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Scratch, блин. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a Это бухло нужно. Алану Вейку нужно бухло. Стариков. It doesn't make sense. Самогон. Он дает ему вспомнить. Всякое. Что это, кровь? I remember. О, вспоминаю. Теперь мы играем за Алана Уэйка. Глубокая ночь. Инициация. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Huh. Это что, Сэм Лейк? Боб Балдур. I felt a strange pull toward the TV. Тор Андерсон. Один Андерсон. Да ладно. Ну это, да, прикольно. Певцы эти. В первой части не были. Сэм Лейк там тоже есть. Блин, не открывается. Блин, Сэм Лейка тут прям много. Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down, sit down. Мистер Двери. Oh man, it is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old?
publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. Huh. The book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That's spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. Very meta. Опа. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark, Кружководируще. guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this Hero's Journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. Kept expecting to disappear once this scene ends. Прикольно. Черт. Hello? Блин, у меня нет ни хера. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. Не-не-не-не. Вот это тут лаги, конечно. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Старые боги Асгарда. Old gods of Asgard. That name sounded familiar.
Забавно. Старые боги Асгарда. Это певцы. Это группа. Они были в первой части. И также они пели в Контроле, кстати говоря. Да. И даже были у персонажами в первой части. Эти старые боги Асгарда. Были они, были. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Да ладно. Ебать, Дарлинг. Моя интерпретация множества миров. Доктор Каспер Дарлинг. 6. Это чел из Контрола. Он из Федерального бюро контроля. Ведущий ученый. Постой. Шесть, 6, 5. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Блин, тут тьма повсюду, я прям вижу эти сраные искажения. Ёлпало. Так. Окей, побежали. Я не против выбраться отсюда. Да ладно. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. Ёб твою мать. Под водой, да? Да. Инициация. Вечерний шмар на его. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far, but other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Доска сюжета. Береги Scratch, прочти. Во время ток-шоу меня не отпускало ощущение, будто я дома в Нью-Йорке, но это была лишь игра моего воображения. Я застрял в темной обители, пугающем мире за пределами нашей реальности. Убежищем мне служила комната писателя. Моя рукопись влияла на мир за пределами этого помещения. Я писал роман «Инициация», с помощью которого надеялся выбраться из темной обители. В поисках способа бежать отсюда я вписал в себя собственный роман. Я искал выход вновь и вновь, но все мои попытки были тщетны. Темная обитель не желала меня отпускать. Все, что говорил Дор,
оказалось правдой. Это вышло из-под моего пера или мне кто-то помог? Темная обитель, ловушка. Нужно писать, чтобы выбраться. Ебать, жестко. Так. Челик в розетку воткнутый. Ладно, давай писать. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I used my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Ну так шо. Почему каждый раз лоб трогает? Welcome back. We have a great show for you here tonight. A real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake. Sam Lake? Lol, что? Who has given his face to the famous detective in the film series. And of course we have Alan Wake here. The best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Welcome back to the show. So, Alan, Сидит. as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? Сука. He looks exactly like I was Такой imagining. тюр. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about... Типа для тех, кто не понимает, это очень забавно. Этот Сэм Лейк на самом деле создатель всего этого, и он сидит, разговаривает с вымышленным своим персонажем, типа... А здесь так, как будто бы Алан Вейк, он создатель этого Сэма Лейка, типа, как, ну, бля, пиздец, как же это интересно. The adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Макс Пейн. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down the missing writer. My only clue Блин, игра was a table огонь. lamp shaped like an angel, the only thing to shed light on this sordid mystery. That's great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more.
What was that about a writer? About a lamp? Твою мать. Так. Я ничего подлутать не смогу, да, наверное? И как же здесь лагает в этом месте? Шесть, 6, 5, все то же самое. И это то же самое. Время. 10 часов. 10 минут. Что? Да ну на. Изменилось? Пять, 6, 5. 5, 6, 5. Блин, да ладно. 5, 6, 5. Черт, блин. Нет. Убийца преследует в тенях. Культ убийц. Слухи распространяются. Hello? Блять, это Ахти? Из Федерального бюро контроля? Типа... Да, это он. Ah, no need. There you are, Tom. Он думает, что это Том Зейн? Not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Здорово. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Увиделись раньше? Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor? You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it.
Safe as in the Lord's purse. Here's the key. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Офигеть, вот это... Вот уж кого я не ожидал, ведь так это... Ах ты. Твою мать. Он еще и знает, кто такой Томас Зейн. И он думает, что я и есть Томас Зейн. Хотя вроде как Томасом Зейном был отец Алана. Хотя и непонятно. Короче, Томас Зейн тоже был заперт в темной сущности. Ну, в обители точнее. И он сделал так. Он тоже, он был писателем. И он написал о том, что... Ну, по крайней мере, в первой части то, что... Алан придет и сделать те или иные вещи, которые помогут Томасу Зейну выбраться из темной обители. Твою мать. Это прям жесть какая-то. Так, подвал. Ну, пошли. Назаренос. Пиццерия. Назаренос. Так, ну идти к этому свету и стремновато на самом деле. Ну что поделать? An old lamp in a shoebox. Ah. Was this what the janitor had left for me? Ничего себе. The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. Прикол, у нас сумка появилась. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Я как долбаный Дамблдор, который цвет воровал или что-то в этом роде. I felt another surge from the lamp. I could use it again. The glow in the lamp went out. Нет, я круче Дамблдору. The light carved out something new from the darkness.
Офигеть. Ой, мать. Погоди, а в той темной комнате что было? А, ничего. Погоди, что? Гарри Гаррет шоу. Это реально Гарри Гаррет шоу. Это уже существующее ток-шоу, да? А тут мы у Дора. In between with Door. Мистер Дор. Я охерею. Там что-то есть. Как будто мне туда, но при этом еще и думаю, что может мне сюда. Хотя... Блин, сложный выбор. Давай пойдем посмотрим, что там. Все-таки. А, тут Арти стоит. Ёлопал. Нет зарядов. Блин, чё так странно работает игра? Она так прогружается. Ё-моё, как же темно. Лестница не прогружалась. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a Капец, nightmare. субтитры что делают. Real and yet more Блин, надо будет потом на монтаже посмотреть, что там было написано. the horror reel. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral of the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, the compass. It's combined.
To follow a door leading out? But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean, that's not an ocean. And a lake, that's not a lake. Все, вот теперь точно все. Блин, жестко. Да, крутая игра, блин, крутая. Завтра обязательно продолжим. Блин. Печально, что так мало времени мне остается на то, чтобы после работы поиграть в нее. Эх, хорошая игра. Чертовски хорошая. Да. А интересно, какие-то сюжетные там, ну, точнее не сюжетные, хотел сказать, дополнительные там игровые моменты будут? Было бы прикольно, если бы там что-нибудь такое было бы. На, там, не знаю, на очки и все такое. Было бы прикольно, на самом деле. Типа как наемники, знаете. В рейсике. Так. Ладно. Какая нафиг игра, скоро апокалипсис. Да, перестань. Какой апокалипсис тут игра? Да. Ну, апокалипсис ты точно не пропустишь. А поиграть игру, если уж так случится, то ты не успеешь. Поэтому... Кайфуй, пока есть время. Кайфуй. Река Ефрат обсохла, как в Библии было написано. Жесть. Ладно. Пойду я жестко волноваться и монтировать видео. И спать. Спать. Не нервничайте, все будет хорошо. Спокойной ночи, Маша. Все у нас будет хорошо.